Алло, да, алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Представьте ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Борис, я из Киева звоню. Да. Вопрос к Наталье Каплан, можно? Да, конечно. Наталья, здравствуйте. Во-первых, хочется пожелать вам сил больше, вытерпеть это все и наконец-то дождаться Олега Сенцова. Но у меня один вопрос уточняющий. Вы в одном интервью недавно сказали, что Олега Сенцова используют как инструмент для переговоров. Могли бы вы объяснить более детальнее, что это означало, что вы имели в виду? Спасибо большое. Спасибо. На самом деле я предположила тогда, что Олега используют как товар для торга. И что касаемо переговоров, на самом деле я не являюсь участником. И мне сложно что-то комментировать. Вряд ли это точная цитата. Я не могла такого сказать, так как, опять же, не являюсь участником переговоров. А то, что я назвала его товаром, которым торгуются, да, это правда. И мне кажется, что это так и есть. А можете поподробнее объяснить, что это предусматривает? Это предусматривает, что Путин хочет какую-то определенную вещь, так скажем, взамен на его свободу. Вот и все. Потому что, а какой смысл его держать, да? В самом начале это дело, оно, конечно, было показательным, то есть нужно было российскому зрителю по российским каналам оправдать аннексию Крыма тем, что вот тут террористы правого сектора пытаются, и вот это дело сфабриковали. Все это показали и так далее. Сейчас его зачем держать? Какой смысл? Только менять на что-то очень ценное для Путина. Что это, я не могу сказать, я не знаю просто.